Ну, бунт на корабле, все дела. Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами попробуем разобраться в двух понятиях, которые на слуху у нас, начиная с 2016 года. И, собственно, единственно, ранее мы с вами говорили о них в разрозненном. То есть отдельно были навыки и компетенции 21 века, и отдельно была функциональная грамотность. Сегодня же мы попробуем свести эти два понятия, либо же наоборот развести их окончательно. То есть разобраться, что есть что, и как они связаны, как эти два понятия связаны между собой и системой образования. Итак, все мы прекрасно знаем с вами, что 7 мая 2018 года президент Российской Федерации, тогда Владимир Владимирович Путин, дал поручение правительству Российской Федерации о повышении глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И фактически, исходя из этой задачи, выстраивается вся современная система образования в целом, и уже третий год мы с вами выстраиваем новые отношения внутри нашей системы образования. Кроме того, у нас появляются новые тенденции и изменения, которые касаются фактически всех сторон жизни общества. И одно из них напрямую связано, то, о котором мы говорим открыто и много в последнее время, это функциональная грамотность. Мы помним, что, собственно, определенные есть и понятия, и термины функциональной грамотности. Мы говорим о том, что этот термин напрямую связан с оценкой качества образования, ну и коль скоро мы хотим повысить систему качества образования, то, соответственно, мы опираемся на те фундаментальные документы, которые лежат в основе любой деятельности, любой образовательной организации нашей с вами страны, будь то дошкольное, основное образование, либо профессиональное, среднее или высшее. Мы говорим о том, что есть нормативно-правовая база, и для нас с вами, для общеобразовательных организаций, это, конечно же, федеральные государственные образовательные стандарты. И те стандарты, которые фактически говорят о необходимости овладения системой учебных действий с изучаемым материалом. И фактически посмотрите, вот схемка, которая внизу слайда, что дети должны изучать. То есть посмотрите, четко мы видим, что должны переплестись знания, умения, отношения, ценности. Происходить это должно все под воздействием компетенций и действий. То есть человек, посмотрите-ка, все четко переплетается и направлено на то, чтобы принести результаты. При этом, посмотрите, именно ВГОС ввел в нашу с вами жизнь такие понятия, как компетенции, это личностные, метапредметные, предметные. И фактически для того, чтобы изменить и повысить качество образования, понятное дело, что разработан определенный механизм. Во-первых, это обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с навыками 21 века. Это и функциональная грамотность учащихся с развитием позитивных установок, и мотивация обучения, и стратегии поведения учащихся в различных ситуациях, и готовность жить в эпоху перемен, и целенаправленное повышение квалификации учителей через систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации учителей, в которых требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения. И мы с вами видим о том, что действительно эти изменения происходят. И система повышения, переподготовки кадров, она тоже изменяется колоссально. Кроме того, очень много делается в направлении повышения качества и эффективности работы учителей, но в том числе и Институт развития образования в данном случае в Республике Коми также выступает флагманом в этом направлении.
Кроме того, третий механизм – это ведение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. И в этой связи мы с вами неоднократно уже и проводили семинары и вебинары по как раз-таки вопросам, каким образом мониторинговые исследования помогают нам с вами выстраивать траектории работы с обучающимися. Последнее – это широкое информирование профессионального сообщества и общественности о результатах и инструментарии международных исследований. И в данном случае, опять-таки же, 21 век на дворе, мы с вами все прекрасно знаем и находимся в информационном поле, поэтому сложностей с информацией и с владением, поиском этой информации не возникает. Другой вопрос, как мы используем эту информацию и как мы ее интерпретируем. Итак, что же такое функциональная грамотность? Итак, я напоминаю, что функциональная грамотность, основные направления формирования функциональной грамотности лежат в 6 плоскостях. Это, во-первых, скажем так, предметно-ориентированные области, это математическая грамотность, читательская грамотность, естественно, научная, финансовая. И те два направления, которые нам пока с вами не очень понятны, это креативное мышление и глобальные компетенции. Мы уже начали с вами серию вебинаров обучающих, разбирающих, акцентирующих внимание на отдельных направлениях формирования функциональной грамотности. Так, например, у нас с вами была математическая грамотность, мы с вами разбирали ее. И дальше будем продолжать этот цикл вебинаров, поэтому здесь я более подробно останавливаться не буду. Остановлюсь лишь на 2 основных моментах. Посмотрите, мы говорим о том, что функциональная грамотность человека, не устану это повторять. Почему? Потому что действительно в нашей системе образования, работая с нашими детками, мы должны постоянно это помнить, знать и применять на практике. То есть мы с вами должны растить такого человека, который способен использовать все знания для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. Фактически мы говорим о том, что если в индустриальный век, в индустриальную эпоху для грамотного человека было основными навыками были чтение, письмо и арифметика, то сейчас мы говорим о том, что этими навыками не удивить. Мы все должны уметь и читать, и писать, и считать, но, соответственно, в постиндустриальную эпоху, в наше с вами время, акценты сместились в сторону умения мыслить критически, способности к коммуникации, взаимодействию и творческому подходу к любому делу. И в этой связи, посмотрите, мы говорим не только о том, что наши дети, да и мы с вами должны быть функционально грамотны. Посмотрите, во втором определении у нас подчеркнуто полноценное функционирование в современном обществе. В том числе общение, социальные отношения, коммуникация, взаимодействие. И поэтому как раз-таки одним из показателей грамотного взаимодействия и творческого подхода это является как раз и креативное мышление, и глобальные компетенции. То есть может ли наш ребенок мыслить себя не только как представитель той или иной семьи, того или иного класса, школы и так далее, региона, но и представитель России, страны и мира в том числе. И может ли он задумываться о решении, возможности решения каких-либо глобальных задач. Поэтому, да, для наших с вами детей это важно и необходимо, но мы с вами заговорили про функциональную грамотность, ведь относительно недавно. Да, у нас были международные исследования ПИЗа, которым подвергались определенная группа людей, а это дети 15-летнего возраста, и
Почему же тогда возникла необходимость расширять границы вот этого международного исследования функциональной грамотности? И я напоминаю, что наши детки тоже проходят мониторинг функциональной грамотности, подвергаются обучающиеся 5-9 классов. То есть явно мы выходим за рамки 15-летнего возраста, а начинаем уже с 10-11-летнего возраста. Почему? Да потому что 21 век – это век, когда стремительно изменяется ситуация, и к этой ситуации надо каким-то образом подстраиваться. Поэтому мы и говорим о том, что в 2016 году в наш с вами обиход вошел термин «навыки и компетенции 21 века». Сокращенно называется «навыки 21 века». Причем этот термин в образовании пришел из экономики, как и многие другие. Почему? Потому что в 21 веке не столько важны знания человека, как готовность человека, готовность и умение, подчеркну это понятие, человека изменяться и получать новую информацию. Самообразовываться, самообучаться, саморазвиваться. И коль скоро запросы реальной экономики таковы, что нужны такие люди, не просто читающие, пишущие, считающие, но и мыслящие, выбирающие наиболее грамотное решение той или иной поставленной перед ними задачи, то, соответственно, изменения коснулись и системы образования. Если мы с вами зададим термин навыки и компетенции 21 века в системе образования, то выйдет огромный список, различные интерпретации. Здесь мы выбрали только 9 основных. Первое – это критическое мышление, исследовательские навыки и методы. Посмотрите, пробегая по всем этим навыкам, креативность, инициативность, коммуникация, то есть понятное дело, что если мы говорим медиаграмотность, ответственность, глобальное сознание, каждый из нас с вами может сказать, что мы-то так работаем. Мы развиваем все эти навыки, и у наших детей они в той или иной степени есть. Посмотрите, критическое мышление, решение проблем, рассуждение, анализ, обобщение информации. Разве не делаем мы это с вами на уроках в урочной и внеурочной деятельности? Делаем и делаем достаточно давно. Другой вопрос, на каком уровне наши дети освоили те или иные навыки, либо не освоили. Исследовательские навыки и методы, коллеги, исследования, учебные проекты, плотно вошли в нашу жизнь с введением федеральных государственных образовательных стандартов, что произошло в 2011 году. Креативность, артистизм, любопытство, воображение, инновации, самовыражение. Что мы тут говорим? Неужели на уроке литературы или на уроке физики или на любом другом предмете мы не развиваем интерес к предмету, то самое любопытство у детей? Мы не развиваем воображение, когда просим описать картину, либо описать события, либо когда мы в рамках истории, либо урока истории, либо обществознания просим детей поставить там сценку, либо изобразить что-либо. Разве мы этого не развиваем? Конечно, развиваем. Настойчивость, самостоятельная работа, самодисциплина и планирование – это те характеристики, которые связаны с инициативностью. Аналогично, мы их точно так же в той или иной степени развиваем на всех предметах через достаточно большой объем и достаточно большой спектр работ, выполняемых на уроке. Навыки коммуникации, тут, мне кажется, вообще в принципе качественное устное и письменное общение, умение говорить публично и внимательно слушать мы должны с вами развивать на всех уроках. Другой вопрос – на каком уровне мы с вами это делаем. И да, мы с вами констатируем, что, к сожалению, качество письменного общения у нас с вами снижается. Но это связано в том числе и с тенденциями развития общества 21 века, когда эпистолярный жанр не моден. У нас в речь активно входят различные сокращения, различные сленговые выражения, которые кочуют из различных сообщений и так далее.
и средств массовой информации. Поэтому, но тем не менее, коммуникацию мы развиваем на всех уровнях. Поэтому глобальное создание, гуманизм, ответственность, гражданская, эстетическая, социальная, личная, социальная ответственность. Так мы это формируем с вами, все эти навыки 21 века мы у наших обучающихся формируем, начиная с уровня дошкольного образования и на протяжении всей жизни. В данной связи хочется отметить, что фактически навыки 21 века – это личностные качества человека, то есть его целостно-смысловая основа, его духовно-нравственный мир, его такие качества, как лидерство, умение работать на результат, умение работать в команде, умение добиваться успеха. Это компетенции, такие как критическое мышление, например. Это творчество. И третья составляющая – это базовые знания, умения, навыки. Ведь формирование компетенций и личностных качеств невозможно без серьезной базы. В этой связи мы говорим о том, что фактически как в функциональной грамотности, как также при навыках 21 века, системе навыков 21 века, так и система, которая выстроена по требованию федеральных государственных образовательных стандартов. В целом в центре обучения должен стоять ученик. И при этом, если вы помните, уже в ГОС задал такую ситуацию, когда мы говорим о том, что эмоции в процессе обучения играют ключевую роль. При этом необходимо выстраивать индивидуальные траектории развития. Это то словосочетание, которое не сходит у нас с вами собственно говоря, не выходит из обсуждений, не выходит из нашей с вами речи, потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем выстроить вот это вот индивидуальное сопровождение каждого ребенка. Тяжело у нас этот процесс идет, к сожалению, пока еще, но тем не менее. Кроме того, посмотрите, мы говорим о том, что амбициозные задачи для каждого. В данном случае мы говорим о том, что каждого ребенка надо поставить в ситуацию успеха. То есть создать для него такие условия, чтобы он мог почувствовать, что он успешен, он может решить ту или иную задачу на данном этапе. И, конечно же, для саморазвития нужно критическое мышление, нужно критически осознавать свои возможности, поэтому без системы оценивания невозможно. И посмотрите, в данном случае мы говорим, что 6 главных принципов. Персонализация. Каждый должен понимать, для чего ему это надо. Ребенок первооткрыватель. Ребенку будет тогда интересно, когда он сможет открыть для себя что-то новое. Совместная работа учеников, то есть то самое сотрудничество, о котором мы говорили. Релевантность опыту ребенка. Тут, мне кажется, пояснять даже не стоит. Оценивание для обучения как один из основополагающих принципов, потому что без оценки и самооценки это будет сложно. И большие идеи в предметах мы тоже прекрасно понимаем, потому что это понятие к нам ввел федеральный государственный образовательный стандарт. Если вы посмотрите на, собственно говоря, каким образом могут быть в рамках системы навыков 21 века соотноситься личностные качества, компетенции, базовые знания. То есть посмотрите-ка, любознательность как личностное качество человека, ребенка, выражается в компетенции творческое мышление, либо креативность, как мы говорили с вами, да, и в чем оно, какие базовые знания? Это навыки чтения и письма. Инициативность раскрывается через умение общаться и гуманитарные знания.
Осознание, ответственная деятельность у нас с вами будет раскрываться через общекультурную и гражданскую грамотность. Ну и, соответственно, мы тогда с вами видим, что навыки, необходимые ребенку 21 века, человеку в целом 21 века, мы формируем фактически на каждом занятии, каждом уроке. Ну и, собственно говоря, мы говорим о том, что сегодня, на сегодняшний момент, как я уже говорила, необходим человек, который умеет критически мыслить, способен к коммуникации, взаимодействию, творческому подходу к любому делу. Таким образом, сейчас принято выделять 4 основных навыка 21 века, или так называемые 4C. Посмотрите, это критическое мышление, коммуникация, креативность и совместная работа. При этом не зря на слайде у нас с вами стоит стрелочка-то в обе стороны, то есть взаимосвязи. Невозможно, они очень хорошо между собой перекликаются. Невозможно формировать функциональную грамотность без отрыва от, точнее, простите, в отрыве от вот этих 4C. И при этом невозможно сформировать человека 21 века, не обладающего функциональной грамотностью, не вне этого поля. Потому что фактически каждое из направлений формирования функциональной грамотности входит так или иначе в одно из направлений навыков или навыков 21 века. Для многих, собственно, учителей эти навыки, как я уже говорила, являются чем-то самим собой разумеющимся, необходимым для качественного образования. Ведь правда, наверняка мы уже с вами говорили о том, что мы это с вами делаем. Конечно, эти навыки применимы не только на каких-то отдельных предметов, они могут быть вообще в принципе и не могут быть, применимы всеми преподавателями. Ведь все мы с вами хотим, чтобы наши дети были способны выполнять задания самостоятельно, также там работать, например, в группе или в паре в высокотехнологической передовой атмосфере. Кроме того, мы хотим, чтобы наши детки были готовы к взаимодействию с учителями и другими обучающимися и были способны к гибкому креативному мышлению. Фактически мы говорим о том, что касается вот последнего пункта совместной работы, то в принципе каждый урок сам по себе словно специально создан для развития навыков совместной работы. Ведь в классе в любом случае у детей так или иначе наши с вами дети в рамках урока так или иначе либо в паре, либо в группе взаимодействуют. Даже если мы занимаемся с ребенком, что называется, тет-а-тет, мы стараемся не забывать о заданиях и в парах, и о групповой работе. И, собственно говоря, когда самопроверка заданий. То есть в любом случае, так или иначе, в рамках урока мы с вами в любом случае решаем и эту задачу тоже. Мы говорим о том, что необходимо для развития навыков 21 века. Или точнее, что даже способствует развитию навыков. Во-первых, это непрерывность образования, которая не ограничивается школьными заданиями и школьным возрастом. Во-вторых, это способы выбора источников информации, механизма ее анализа и использования, как правило, подкрепленное развитием метапредметных навыков. В-третьих, это формирование критического мышления как основного способа исследования и анализа всех происходящих в мире
процессов. Далее это акцент в образовательной практике на развитие самообразования, технологий саморазвития, которые предполагают самостоятельный поиск информации, ее трансформация в новые знания, тексты, проекты. Кроме того, это возможность реализации личностно-ориентированного обучения, возможность обучения в сотрудничестве, возможность создания ситуации успешности для обучающихся и осуществление индивидуальной групповой проектной деятельности, благо федеральные государственные образовательные стандарты и вообще современная система образования позволяет нам это сделать. Направленность на реализацию системно-деятельностного подхода и формирование предметных, метапредметных, личностных навыков и компетенций. Ну и, конечно же, в результате всего процесса обучения мы с вами говорим про социализацию личности ученика. Фактически мы говорим о том, что концепция навыков 21 века и концепция мониторинга функциональной грамотности направлена на то, чтобы не только выявить проблемы современной или недостатки традиционной системы образования, но они обе предлагают новые пути для развития образовательных технологий и личностного роста каждого обучающегося. Получив образование, мы, тем не менее, меняемся, развивая необходимые нам качества. И в данном случае ценность этих двух направлений как раз в том, что они позволяют лучше ориентироваться в разных дисциплинах, разбираться в потоках новой информации, в первую очередь благодаря развитию навыков и компетенций, позволяющих находить и использовать необходимые знания. Это означает, что, овладев навыками, компетенциями 21 века и функциональной грамотностью, мы сможем самостоятельно, мы и наши обучающиеся, в непривычных ситуациях заниматься собственным образованием и развитием. В завершение хочу сказать, что, коллеги, для того, чтобы наши ребята смогли освоить, сформировать функциональную грамотность и навыки компетенций 21 века, конечно же, первоначально этими способностями должны овладеть мы с вами. И только через саморазвитие и самообразование мы с вами сможем этого достичь. А Институт развития образования всегда готов вам в этом помочь. Всего доброго.